Elbette dostlar, kinoindustriyada sonki yanılıqlar ile tanış olduk ve bizim stüdyamızda indi misafirler bulunmakta ve hatta Dagestan'dan selam dostlar. Damım Dagestan veliyetinden selam ve Sağ şehrinden de bizge selam yollanıldı ve bu güzel selamını bizge bizim güzel misafirlerimiz söylediler. Elbette ki biz de sizlerini bu sübetke davet etmeye isterdik ki dostlar. Şimdi biz gerçekten de bizim dost olan halkın vekillerine sübetleşeceğimiz. Hususan stüdyamızda sportçu Murat Bey Abdullayev ve Mikail Bey Mikailov. O elbette ki Sağ şehrinde olan Milletler Ara Sovetinin azası ve elbette ki Avar Cemiyeti'nin reisi ola Sağ şehrinde. Şunun için meraklı bir sübet bizni bekleyin. Buyurunuz. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Sabah şerifleriniz mübarek olsun. Доброго утра вам. Итак, наш первый вопрос, он, конечно же, связан с основной тематикой нашей передачи, это утро. С чего начинается ваше утро и как вы начали его сегодня? Мурат Бей, начнем с вас. Мое утро началось с кофе. С кофе, в первую очередь. А в Дагестане тоже есть такая традиция по утрам пить кофе, как у крымских татар? Как тут нет, у нас чай или кофе. Иногда чай, иногда кофе. Иногда чай, иногда кофе, но пока вы пребываете в Крыму, я думаю, каждое ваше утро, обед, вечер, день начинается с кофе. Гузель, сağ olunuz. Микаил Бей, как начинается ваше утро? Мое утро, конечно, как у мусульман, начинается с утреннего намаза. Аллаха будет. Алхамдулилlah. Потом уже и кофе, и все, весь рабочий день. Чё, Гузель? Мы говорим о рабочем дне, мы говорим о вашем дне в общем. Микаил Бей, начнем с вас. Вы являетесь представителем аварской общины в городе Саки и членом Межнационального совета города Саки. Как обстоят дела у аварской общины в Крыму? Как отмечаются праздники? Как проводятся религиозные праздники? Вот мы знаем, что в этом году очень много проводилось ифтаров. Как ваша община участвовала в организации ифтаров и активна ли аварская община в Крыму? На данный момент очень активная аварская община в Крыму. Как так я являюсь председателем общины аварской в Саках. Совместно с деньжами города Саки, с имамом Мисферуджа и также с старейшинами мы проводим ифтары. И вот который прошло Рамазан месяц, проводили ифтары. Также проводим, вот, например, вчера вечером тоже участвовали, мы же знаем, что этот месяц, который родился наш величайший пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, вот 12 числа Рабиуль Авал он родился. И вот мы вчера вместе с джамаатом аварской общины в городе Саки отмечали вот день рождения пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и там читали Иляхилер, Мавлиди, и вот так проводим. Машаллах. Что помимо этого еще было? Были ли организованы, возможно, конкурсы для детишек? И сколько людей присутствовало на мероприятии вчерашнем? Это вы у аварцев? Это по поводу вчерашнего Мевлюда. Да, как вчера все проходило? Очень много народу было. Где-то, можно сказать, человек 200, 150-200, ну, я так считаю, столько народу, наверное, было. Ну, там же у нас в Саках санаторий много, поэтому и туда и отдыхающие приезжают, и на лечение приезжают. Также аварская община строит мечети в Саках, например, в Сакском районе, село Михайловки строит мечеть. Также село Митяево строит мечеть. Митяево, которая уже завершается, а в Михайловке она была чуть приостановлена, сейчас обратно обновилась. И вот буквально 3 недели назад приезжал человек, который и районный имам этого, кто строит мечеть из аварской населения, с Аварского района. И вот они вместе встречались с Эскене Беляловым, президентом Российской Федерации по межнациональным отношениям.
Вот, и вот согласно с ними вместе мы вот такие мероприятия проводим. Маша. Строим мечети. То есть аварская община, она тесно сотрудничает и с другими общинами Крыма. Чох-Гузель, это очень радует. И хотелось бы перейти к следующему нашему вопросу по поводу вас, Мурат Бей. Вы спортсмен, и вы родом из Дагестана. Каким видом спорта вы занимаетесь и почему выбор пал именно на этот вид спорта? Я занимаюсь боями без правил, ну, как мне вот это с детства же понравилось, вот это вид спорта, и решил, пошел, потренировался, понравилось, и в этом же темпе продолжил. Какие есть успехи на сегодняшний день? Это более любительское для вас или уже переросло в профессию? Можно сказать, и в профессию. Результаты я был чемпионом в этой организации, сейчас как последний бой проиграл, но сейчас являюсь первым представителем, претендентом. Ну, дальше больше буду заниматься. Вы тоже аварец? Да. И мы знаем, что вы приехали в Крым, чтобы посетить своих друзей. Так ли это, с экскурсионной целью? Впервые Да. ли в Крыму? Не, я в Ялтах был лет 5 назад, тоже на соревнования приезжал. Так что сейчас сюда приехал в САК и узнал, что у нас есть представитель. Созвонился и вот решили. Что планируете посетить в Крыму? В Крыму я уже в Евпатории был, тоже показал мастер-класс. Было много людей, и им тоже понравилось. Тоже был рад, что меня позвали, все у нас получилось нормально. Ну и сейчас дальше больше будем ездить по городам, будем обмениваться опытами с вашими спортсменами. Мы знаем, что... Поверьте, нашим спортсменам есть чему и у вас поучиться, и вас научить. У нас настоящие пельваны. Да, мы знаем, что Дагестан достаточно такой спортивный регион, действительно без преувеличений, и Крым тоже вот старается, скажем так, не отставать, да, особенно вот что касается города Саки, там очень активно развит спорт, в частности единоборства, различные виды борьбы. Как вы оцениваете крымских спортсменов? Приходилось ли вам бороться с ними в каких-то схватках на соревнованиях? Что можете сказать о них? Не, честно говоря, я с ними не сталкивался пока. Но в дальнейшем, думаю, валом соревнований как-нибудь встретимся, наверное, Иншаллах. Да, иншаллах, на ринге видно будет. А вот вы сказали, давали мастер-класс. Это были дети? Ну, там и дети были, и взрослые, там человек где-то, в общем, 30, ну, где-то 40, так было. Там и молодые, и взрослые. Вижу, желание есть у детей тренироваться, так и у взрослых. Я думаю, таким темпом они дадут намного лучший результат, чем я. Машаллах. Николай, хотелось бы спросить, а вообще много аварцев проживает в Крыму? Да, очень много проживает. Ну, каждого на учет взять тоже не получается, конечно. Бывает, что уезжают, приезжают. Ну, можно сказать, где-то человек 1000-1500 вот так есть. Здесь они строят мечети, строят электростанции, меняют кабеля. Ну, есть достаточно. И тесно, я думаю, все между собой дружат и общаются, да? Общаются. Бывает, что приходят гости, бывает, ну, летом на море ездим, как у нас Сакское соленое озеро, бываем, что туда ездим, и вот так вот дружим, говоря. В каком регионе Крыма больше всего живут аварцы? Есть ли такая информация? Да, есть ли такая информация? Или Ну, это в Ялте. в Ялте больше Да, всего, да? есть, которые здесь достаточно долго живут, 50 лет, 30 лет, 40 лет. Есть и бизнесмены, есть и спортсмены. Вот нас вторник пригласили в Ялту. Тоже один из хороший такой бизнесмен к себе домой пригласил, чтобы мы у него дома, как бы сказать, гостили. Мурат Бей, мы знаем, что наши народы, крымско-татарский и дагестанский, объединяет прежде всего религия. Аллах шкур, мы мусульмане. Что еще знаете о крымских татарах? Вы уже сказали, не впервые в Крыму. Возможно, у вас есть друзья среди крымско-татарского народа. Ну, я пока так-то, в общем, особо нет у меня среди татаров друзей. Я думаю, уже так как я тут еще, наверное, неделю, не 10 буду, познакомлюсь, чтобы уже к летам было намного интереснее с кем проводить время. А слышали вообще о крымско-татарском народе? Так-то слышал, но особо не знаю.
Но я думаю, что... У вас есть 10 дней. За эти 10 дней, я думаю, Микаил Бей вам расскажет о всех тонкостях наших традиций и о нашей культуре. Да, и хотела сказать, смотрите, эти 10 дней телеканал «Миллет», он вас тоже будет стараться знакомить с нашей культурой. Обязательно. Ну, он уже познакомился, например, с тренером Евпатории, который тренирует ребят, Абдукеримом. Также нас к себе в гости пригласил очень, я там уже 1,5-2 года этого человека знаю, депутат городского совета Евпатории Эльдар Ибрагимов. Вот он после мастер-класса, как он дал, поужинать пригласил к себе в кафе. И очень вкусная национальная крымско-татарская еда. И повара очень хорошие, профессионально приготовленные, уютно, очень аккуратно, красиво. Похожа ли наша кухня? Где-то да, где-то нет. Есть что-то, да? А что схожего вы подметили? Ну, как сказать, чуду, например, супы, плов. Вот. Ну, у нас тоже в Дагестане очень многонациональное, поэтому у нас тоже очень богато. Что из крымско-татарских блюд вам понравилось больше всего? Запомнилось что-то? Честно говоря, поел там, даже не помню, как она называется. Было настолько вкусно. Ну, как она выглядела приблизительно, не помните? Ну, там горох был и из теста сделанный, как-то она называется. Ну, то, что они мне предложили. Бахлала шурбан. Мы Бахлала сейчас будем шурба. список составлять, чтобы не забыть. Обязательно. И наши поварихи, наши повара, я думаю, с удовольствием поделятся с вами рецептами. И, конечно же, помимо рецептов, мы желаем вам всего самого наилучшего, успехов аварской общине, желаем развития. Вам, Мурат Бей, мы желаем творческих успехов, побед. В свою очередь, хотели бы, чтобы и вы пожелали что-либо нашим телезрителям. Ну, и Мурат, тоже говори. процветания, в первую очередь, успехов и в жизни, и в работе. И все наилучшее. Çok sağ olun Михаил Бей. Ну, я бы пожелал бы, конечно, в первую очередь, что как так в этот месяц родился наш пророк Мухаммад, саллаллаху нам всему и везде надо брать пример с этого величайшего пророка, последнего пророка. И поздравляю также наступающим Новым годом всех крымчан, всех россиян. Надо Крым развивать, жить в дружном, обоюдном, ходить друг к другу в гости. Ну, спорт тоже это такая вещь, которая, несмотря на религию, несмотря на нации, несмотря на цвет кожи, она объединяет и взрослых, и молодых, и еще молодых. Там в Евпатории, где мастер-класс он давал, там были детишки, которые 5 лет, 4 лет, вот так мне тоже очень так приятно было, потому что у меня свои тоже дети есть, поэтому очень так. А вы им прививаете любовь к спорту? Да. Да? Каким видом спорта они занимаются? Бег по утрам. Бег по утрам. Машалла, это уже первый шаг к успеху. Çok sağ olun. olun. Спасибо, что посетили нашу студию. Мы желаем вам всего самого наилучшего. И пусть ваш день пройдет хорошо. Спасибо вам. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Спасибо вам тоже. İşte dostlar, söhbətimiz sonuna geldi ve növbətdə mən sizə öz çeber ellerim haqqında tarif edeceğim, yani göstereceğim. Ama şimdi dostlar, bir çox yanılıqlar sizni da bekley. Şimdi ise növbətdəki bizim rubrikamız ve nihayet biz endi güzel bir sürprizler haqqında aytdıq ve bu sürprizlerini biz elbette ki sizə bağışlamağa hazır olacağız. Şimdi ise rubrikamızın vaxtı geldi. Buyurunuz.